Кто в вашем тандеме лидер? Я помолчу пока. Рассказывай, Руслан, почему это не ты? Спасибо, хозяйка. Так получилось, что я же пришел же новенький, понимаешь, салага, салабон. И Ассоль позволяла мне иногда вступать, так сказать, в диалог. И даже что-то рассказывать на камеру. Рассказывать, вопрос. Вот, она очень хорошая соведущая. На самом деле, вот в нашем, допустим, тандеме, кто лидер, понять невозможно, потому что мы вдвоем болтушки, что я, что она. Через 2 года мы научились наконец давать друг другу слово. И потом нас да. разделили. А потом, да, нас разделили. Теперь у меня более молодой партнер. Она любит Вот видите, помоложе. да? Понятно. А у меня, тебя, а у Руслан? меня более красивая. Зрелая, опытный. опытная, все понятно. С Новым годом, дорогие телезрители! Я Наил Беляндуслар, в эфире новогодний выпуск программы «Секреты татарской кухни». От души всех поздравляю наших любимых телезрителей, которые не пропускают ни один наш выпуск. Ну и сегодня, в честь Нового года, мы приглашаем в студию кого? Конечно же, Деда Мороза и Снегурочку. Давайте вместе позовем его. Кыш-ба-бай! Кор-кызы! Встречаем Кор-кызы и Кыш-ба-бай! Сегодня они у нас! İşermisiz. Кыш-ба-бай. Selam Ayşe. Привет, Снегурочка. Yemin kız babay, bu kart kızı. Не надо путать, не карт кızı. Не карт кызы, конечно. карт кызы. У нас карт это ты. Карт это я, отвечаю. Дед Мороз, Русланик, Кыш-ба-бай, подарки принес мне, Конечно. пожалуйста? Подождите, Нет, подождите. да? Ты нам писал очень Да. много писем, лет 20 писал. Вот мы к тебе решили добраться, наконец-то. Так Почта России работает. Нет, это наша почта, Дедушки Мороза, Кыш-ба-бая. Мы тебе подарки привезли, не то, что ты просил, машины не было. Но эти подарки очень ценные, очень важные, и мы тебе их просто так не отдадим. Нет. Чтобы получить подарки, нужно рассказать стишок. Хороший. Я приготовил. Давай. Английско-татарский. Сейчас же все говорят на английском разговаривают. Англо-татарский? Сейчас я привстану, как будто на стульчике. Эйде. Как там? Let's go. Начали. Эй, Начали, да. эйде. Начали. Давай. Jingle bell, яңа ел килде. Jingle bell, Аллаха шекер. Молодец, утыр. Мне сюда пищ. Все, заслужил подарки, заслужил. Вот даже не знаю, что это. Мы же Может, добрые. добрые? Сегодня же первый день Нового года. А, Вот ну да. Снегурочка мне больше нравится. Добрая, искренняя, настоящая татарская русская. Подождите. Она всегда со всеми добрая. Так бы у нас подарков не осталось, если бы так вот. Мы просто Ну так что там отдавали. такое? Ну Ну что ты вы? рассказал хороший Оставили для стишок. тебя. Давай. Давай, Мы сначала тебе нам с вот этого сначала с этого начнем. Вот передали специально для тебя. Русланчик, мальчик. Нарсесингу. Новый фартук. Вот. Тут какой-то будильник. Народный будильник. Говорят, Каждое утро на ТНВ. Да, вот они, кстати, тебе передали. Слушай, ну глаза Снегурочки я сразу узнал. И твой нос, и твою... Это наш. Цвет Отлично Кыш-ба-бая. все. Держи, это все тебе. Спасибо. Вот. Спасибо, дорогие мои. Это, на этом Это подарки точно не всё. заканчиваются. Видимо, это те, кто передал тебе вот это вот фартушек, народный А, будильник. это же Вот. Ассоль и Руслан, я их сразу узнал. Да, кто это? Ведущие программы утренние, наши любимые, народный будильник на ТНВ. Я их, кстати, хотел пригласить на новогоднюю программу, жалко, что они не пришли. Ну ладно. Хорошо, что они пришли. Говорят, Хорошо, что они пришли. скучные они говорят. Готовить не умеют, говорят. А вот этого мальчика мы знаем. Астагфируллах. Да, вот. Это же мой Это же твой. двоюродный брат Погодки, Руслан Шарафутдинов. Он Эльмет самый- Малаев. он Наконец-то самый. вы нашли друг друга. Дорогие телезрители, надеюсь, вы уже догадались, что в гостях у Руслана Шарафутдинова, ведущие популярные программы «Утренний», самый ранний на канале ТНВ, «Народный будильник», очаровательный Ассоль и Руслан Мазитов. Вот они. Прямо сейчас мы будем готовить новогодний стол. Ребят, спасибо вам большое еще раз за поздравления, но самый главный подарок для меня на Новый год – это вкусно приготовленное оригинальное блюдо. Рассказывайте. Это не к нам. Это косоль. Это косоль, да. Ну, раз так уж принято, что на Новый год стол накрывает обычно женщина, женщины. Потому что мужчина весь год работал, конечно. Так, ну конечно, а так как сегодня первый день Нового года, значит, готовите основное блюдо вы, а я что-нибудь вкусненькое. Название нашего блюда Так. Шурпа жареная. Каздарган шурпа. Ну, вот можно и Так, а на назвать. сладкое что будет у нас? А на сладкое мы будем готовить очень вкусные печенюшечки. Что делаем мы с Ну, Русланом? первоочередно, конечно же, нужно нам нарезать мясо. Вот у нас вот хороший кусок мяса. Так, мясо, наверное, это тебе, Руслан, давай. Можно использовать говядину, можно баранину, кому как больше нравится. Вот, Мы сегодня используем... говядину. Что с луком делаем? Так, значит, лук
Перец, морковь нужно соломкой нарезать, а вот помидоры уже кубиками. Ты тоже кубиками. Помидоры кубиками. Да. Еще раз всех с Новым годом. Мы начинаем готовить. Первая, кстати, новогодняя программа. У нас первый новогодний эфир. Понимаешь, вот 2017 год. Начинаем с вами. Так ж прям Так что- доброе утро можно всем пожелать. Это ж- Добрый обед, у нас говорят. Доброе утро, все только проснулись. А пока вы режете все, я начинаю готовить вкусный, сладкий десерт. Руслан, нам нужен будет казан и масло растительное. То есть в казане мы будем готовить Ну, нашу конечно, шурпу. вкуснее получится. Есть у именно в меня, казане. кстати, проверенный, надежный, замечательный казан, в котором мы всегда готовим. Подходит. Идеально. Сейчас нужно будет мясо обжарить в масле. Так что быстрее. быстрее уже работай. И... То есть самый первый у нас мясо идет в казан, да? Да, у нас сначала все это обжаривается мясо. Когда минут 5 мы обжарим мясо, потом добавляется лук. Чувствуешь, да, какой у вас все-таки такой голос, знаешь, уставший уже. Сегодня 1 января, вчера им всю ночь отмечали. Вот расскажите, какой у вас был новогодний стол? Мы не отмечали. Спасибо, Руслан, а соль у вас? Ой, у нас был традиционный, скажем так, новогодний стол. Только единственное коронное блюдо, которое до этого в другие праздники присутствовало, это курятина или как курица. Курятина. В этот раз она отсутствовала, так как мы встретили год петуха, То курочки, есть там вы постеснялись, цыпленочка. Мы решили не портить с ним отношения и решили зажарить. То есть у вас есть такие предрассудки? Да, есть, вы не поверите. не знал? Мы решили зажарить барашка в этот раз. Вот так. Вот так вот. А с бараном Да. портить отношения ей как бы можно. В год барана не будем Она вообще портить себе не бараном. пожелала, чтобы ни одного барана в новом Ну, году. мы в год например. обезьяны с обезьяной тоже не портили настроение. Руслан, Вы с расскажи. ней ведете программу? Да? Руслан, вот ты женатый человек, что тебе приготовил любимый супруг? Она мне приготовила. Вот сейчас соврать тебе или как? Нет, мы на самом деле в новогоднюю ночь мы работаем. Что супруга моя, что я. У нас, понимаешь, у нас вот наша дочь, она с бабушкой, с дедушкой, у них там прям вот новогодний стол. Слушает как Путина с слушает, Минихановым. Да, обязательно, без этого никак. А мы в это время, как там у нас говорится, зарабатываем денежку. Все понятно, то есть Чтобы Новый ви- год проходит мимо. Ну, для нас, не знаю, это больше работы, наверное, нежели какой-то там Поэтому волшебный актуально, праздник. что мы сегодня готовим, понимаешь? Да, поэтому мы и пришли к тебе 1 января. Ребят, исполнялись ли хоть раз мечты, которые вы загадывали, и желания на Новый год? Да, Что у тебя исполнилось, Руслан? я попал к тебе на кухню. Как принято. Вот ведь, люди, мечтайте почаще. Для этого надо вставать в 5 утра в течение 2-3 лет, работать на ТНВ и потом прийти к нам. Раскрой секрет, в 6 утра. В 6 утра ты Час встаешь. мы спим на час больше и дольше, чем остальные. Мы прям вот высыпаемся. Но Поэтому в с 7 утра мы такие уже на бодрые. работе. Какой секрет? Расскажите секрет зрителям, чтобы каждый день вставать в 6 утра и выглядеть так же шикарно, как вы выглядите сейчас. Макияж. Хорошая работа гримеров, да. Но на самом деле все проще. Нужно высыпаться, нужно ложиться по Куда? возможности пораньше. Куда спать. высыпаться Как надо? куда высыпаться? Все туда же, в подушку. Вот, пораньше нужно ложиться спать, не пить много жидкости на ночь. Вот еще что, это совет я даю, чтобы просто не было припухлости с утра, вот как у Руслана иногда Как у Руслана всегда случается. бывает. Я пью воду на... Поэтому будильник у них круглый, в честь лица Мазитова. Так, Всё, сейчас так. мы будем отправлять мясо в казан. Это очень опасное дело. Там у нас нагрелось аккуратненько Осторожненько, маслице. мальчики, осторожненько. Отправляем. Ага. Ой, как оно жарится. Ребята, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как вы попали на наш любимый канал ТНВ. Асоль. Ну, я работаю на ТНВ уже 14 лет и горжусь этим. 14 лет, представляете? Скоро на пенсию. Не дождетесь. Сказал твой любимый коллега Руслан. Он просто Помешай, завидует пожалуйста. мне. Как мясо обжарится вот до такого коричневенького состояния. Ты лучше не Коре- закрывай, ты лучше закрывать? обжаривай. Нет, лучше не закрывай. Золотистый. Да, Как ты там, пока что старый хозяин надо? взять помидорки и нарезать кубиками сможешь? Кубиками? Я Да. перчик. И, пожалуйста, вот эти вот штучки. Глазки. Да. Глазки. Вот ты очень красиво назвал эти штучки. Вот их нужно убрать. Вот. Как нарезать помидорку кубиками? Заметьте, вдвоем разговаривают вообще все Нет, равно друг Руслан, потому что ты профессионал своего дела. Ты говори там знаешь. сам с собой. А Соля начала вообще-то рассказывать, как она попала на канал. Наш Да. любимый. Ну, конечно же, меня пригласили на кастинг, сказали, нужен ведущий прогноза погоды. Если честно, вот признаюсь, что я никогда в жизни не думала, что я буду работать на телевидении. Ну, наверное, многие так говорят, но я честно признаюсь. Пришла на кастинг и благополучно его прошла. Ну, пока вы все красиво и аккуратно режете, я готовлю украшения, вот глазурь для печенюшечек. Вот я
взбиваю сейчас белок. Белок. И Да. получается что? Получается вкусненько. Вкусненько. Все у нас получается Вкусненько. вкусненько. Руслан, расскажи свою историю, связанную с нашим каналом. Ну, как как ты я- появился вообще здесь? Знаешь- Будильник ты наш. Все как и у Ассоль, совершенно случайно. Хотя нет, не случайно, наверное. Все началось еще со школы. Так получилось, что где-то класса с 9, наверное, у меня началась моя творческая карьера. То есть меня просили там вести мероприятия в школе, КВН. То есть двоечник как-то- был, да? как-то Руслан, сцена. можно уже лук Троечник. добавлять. Лук А? можно уже к Лук мясу добавлять можно. отправлять туда лук. И все это хорошо также обжариваем. Ты же знаешь, как учатся в школе дети, которые выступают. Ну вот Ну а так, теперь про кастинг расскажи. про Про кастинг. кастинг. Изначально- Подожди, тут школа сейчас. Ну, института не было, я так понимаю. был университет. Ну понятно. Это сейчас институт, потом университет культуры и искусств. И именно там я познакомился с одной очаровательной девушкой, которая в итоге позвала меня на кастинг. Я Более не знал, того, что это кастинг. Он не знал, что там встретит меня. Это вообще судьбоносно. Если я знал, что встречу Ассоль, я бы раньше пришел. Сколько лет назад это было? Давай вспомним. Сейчас 3-й год идет. Да. Был мандраж вообще перед камерой? Был такой? Были непонятные ощущения, потому что я привык работать с живым зрителем, а тут передо мной только как называется, бездушная линза камеры. Ну, А хорошо, за ней хорошо, что за ней талантливые есть операторы. талантливые операторы, которые мне помогли справиться с этим волнением. Говорят, все, соберись, давай работай на меня, говори четко в камеру, поехали, и все. Перчик у меня готов. Морковку я тоже, кстати, порезал. И сейчас мы ее отправляем. Да, уже можно все, и перчик, и морковочку туда отправлять. А, перчик помидорки? тоже. А помидорки позже. Нужно Позже. всё Помоги мне, обжарить. Руслан, помоги. А, Руслан, еще можно посолить и поперчить вот на твой вкус. То есть уже можно солить? Уже перчик? можно, да. Так, перчика. Соли. Смотри, с двух рук по-македонски работает. Молодец. Я же один ведущий, это вас двое на программе. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим готовить замечательные блюда с не менее замечательными гостями Русланом и Ассоль. В эфире новогодний выпуск программы «Секреты татарской кухни». И готовят меня сегодня мои замечательные коллеги Ассоль и Руслан. Программа «Народный будильник» в Я гостях. говорю, доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители! Вот видите, такие Программа позитивные, «Народный заряженные. До сих пор отмечают Новый год. Народный будильник, я хотел сказать, в гостях у татарской кухни. Да. Мне Да. приятно вдвойне, потому что сегодня они готовят два блюда. Первое это, рассказывай, Ассоль. Мы готовим новогоднее печенье, печенюшечки, Печенюшечки. да, и мы готовим шурпу жареную. Каздарган шурпа. Да. Ну что, Ароматы-то кстати, какие как оттуда там с прям овощами у доносятся. нас дела? Здесь все прекрасно. Руслан половину съел уже. Отлично. Ты, главное, Попробовал, помидоры... это разные вещи у нас Хорошо, что ты обсуждать. помидоры не съел. Кстати, помидоры можно уже отправлять Так. в казан. А что делать Руслану? Вот сейчас Руслан будет у нас взбивать 2 яйца и жарить омлет. Это Всего который два? Мазитов, Всего Ашарафудинов. 2 достаточно. А Шарафудинов Руслан будет отваривать вот эту лапшу. Вот, специальная Лапшу сделала да. лично Ассоль. Да, лично сделала эту домашнюю лапшу. Я сделала ее чуть покрупнее, чем обычно. Я думаю, так будет вкуснее. Так. Так, значит, ты отвариваешь, а ты взбиваешь яйца. Отвариваешь, Да. ты взбиваешь. Ты взбиваешь. Так, всё. Ой. Ребят, продолжаем мы разговаривать о нашем любимом канале. Как появилась программа «Народный будильник» и самое главное, как ведущая прогноза погоды очаровательная Ассоль там оказалась. Более того, я вам скажу, что я оказалась до «Народного будильника» еще и в других программах нашего любимого телеканала. Я вела новости на ТНВ «Планета», правда? Вот, какое-то время. А потом меня пригласили на утреннее шоу, не побоюсь этого слова. И когда у нас уже в эфире была программа «Доброе утро», мы решили немножечко изменить формат этой программы. И вот придумали мы такую программу, как «Народный будильник». Но получилось, что мы кардинально поменяли формат программы, и народ полюбил. Есть у нас даже определенный фан-клуб, который, да, они прям Которые вот... составляют наши любимые родственники, как тебе видите. Да, пожалуйста. Я все думаю, когда же мне ворваться в ваш Да. диалог. Я так и знала, Руслан, что это твои родственники Кто составляют в вашем фан-клуб. тандеме лидер? Кто ведет? Вот, я понимаю, что вы ведете вы вдвоем, но все-таки есть же кто-то лидер, который может перебить, там, взять ответственность на себя. Я помолчу пока. Рассказывай, Руслан, почему это не ты? Спасибо, хозяйка. Так получилось, что я же пришел же новенький, понимаешь, салага, салабон. пришел, Я Шмалай называется. Ну вот, Не обкатанный. и Ассоль позволяла мне иногда вступать, так сказать, в диалог. И даже со что-то зрителем, рассказывать на что-то камеру. рассказывать, вопрос. Вот, она очень хорошая соведущая. На самом деле, вот в нашем, допустим, тандеме,
кто лидер, понять невозможно, потому что мы вдвоем болтушки, что я, что она. Да. Просто мы иногда позволяем друг другу говорить. Отлично. Не перебивая. друг Через друга. 2 года мы научились наконец-то давать друг другу слово. И потом нас да. разделили. А потом, да, нас разделили. Теперь у меня более молодой партнер. Она любит Вот видите, моложе. да? Понятно. А у у меня, тебя, а у меня более более красивая. Зрелая, опытная. опытная, все понятно. Ну что ж, ребят, продолжаем готовить. Что у тебя, Соль, рассказывай? Все, тесто у меня готово. У меня даже готовы формочки. Кстати, вы знаете, елочки, формочки. если здесь нарисовать Такое глазки, тоже еще бывает? это будет такой-то. Можно вообще было сделать одну большую печенюшку. Ну, ты знаешь, одну печенюшку потом ее делить как-то Зачем будет делить? неудобно. Делим, Все, делим. Руслана. Я, вот, Всё, знаешь, я Руслана. понимаю, что вы утренние ведущие. Вы сейчас яичницу хотите делать, не омлет с утра? Омлет еще Омлет, там. да, Для чего да, нужен да. будет он? А позже я расскажу А, обязательно. всё Ты пока за понятно. лапшой следи, потому что ее нужно не очень долго варить. А я расскажу пока про соль. печенюшечки, мои печенюшечки. Это вообще, кстати, может быть очень хорошей забавой для всей семьи. Вот, можно готовить всей дружной семьей, задействовать детей. Дети, кстати, очень любят. вот, Соседей. ну, если вы дружите с соседями, может, их задействовать. Если вы дружите. У Ассоль-то как раз другая ситуация. Нет, почему как раз я с соседями дружу? Они Это же меня и идеально. Ты в 6 учили. утра ушла, и тебя до вечера нету. Идеально. Тем временем лапша у нас готова. Отлично. Пока ждет. У меня Ждет, рука пусть устала. подождет. Омлет готов, что ли, у нас? Я не знаю. Давай его пожарим. Ты знаешь, Давай. пусть Руслан пожарит, Help пока me, help you. выпаривается Вот ты жаришь, жидкость. конечно, давай, Вот. пожалуйста. А ты ты мне жаришь, помогай, конечно. вот бери, пожалуйста, формочки, Да, и вот конечно, давай. Соль, конечно, Вот, я тебе помогу. учись, вот помогай. Что учись? Вот, пожалуйста, Вы учись вырезать будете, да? Вырезать Да. фигурки. Макать надо куда? Вот, У вот вас хороший сюда, дуэт. вот, да. Руслан, Слушай, у тебя Так, внимательно Руслан. Противень нам можно, пожалуйста? Вот и да, видно. да, пожалуйста. держи. Спасибо. Так. Мы маслом будем противень смазывать? Нет, в тесте есть масло, все так что Все окей, без да? этого, да. Так, ну а я Вот жарю выкладываем. омлет. Да. Отлично. На-на-на-на. Ребят, ваша программа на самом деле снимается же в жестких условиях. Прямой эфир. Ну, на самом деле, не Вы так, как, привыкли? Не так все жестко. Это ведь какое-то нечаянное слово не такое сказали. Или перепутали имя, например, гостя. Бывает такое? Какие ну- казусы были у вас за эти годы? Какой интересный и редко задаваемый нам вопрос, Руслан. Поэтому на чего отвечает Ассоль. Она более подготовленная из вас двоих, я это заметил. Из интересного и такого, ну не скажу, что казусного, недавно буквально у нас в студию залетели птицы, грачи. И свили Как раз в гнездо. морозы. И у них просто начался брачный период какой-то, потому что они так щебетали, и мы очень переживали, что же начнется во время эфира. Главное, чтобы они над нами не летали и, сами понимаете, чего не сделали. Чтобы к деньгам у нас все это не происходило. Но самое интересное, как только начинался эфир, птицы Они замолкали. Настоящие телевизионные птицы. Да. Но как только мы уходили на рекламу, они вновь начинали щебетать. Да. Хорошо, Руслан, а из реального? Рассказывай что-нибудь. Из реального, непридуманного. Непридуманного, да. Но так как наша программа выходит в прямом эфире, и наш канал показывает не только на территории Республики Татарстан, и мы как-то дозвонились до Урала с утра пораньше, поздравляем с днем рождения, ну, в общем, Да. все как обычно, с днем рождения, и тут как-то, знаешь, вот получается, телефоном, как будто она так трубку убрала, и сказала: а ну-ка тихо, всем, Пожалуйста. пожалуйста. Да. Ну, то есть Спать надо. На французском на языке. французском языке Ага. сказала всем. Я говорю, они уже отмечали праздник, понимаешь? То есть у нас французы. утро, а у них уже полный прям вот гужбан-байрам там. Но тут сработали профессионалы наши, которые сидят, можем, скажем так, в ухе у нас. И вовремя, конечно, смогли они увести звук. И, в общем, весь этот французский язык не пошел в эфир. Смотри, Асуль, мы все заполнили. Да, все готово. Печенье у нас красивыми И формочками. омлет готов. легли. Омлетик Так, давай, готов? давай сначала мы с тобой поставим в духовку печенюшки наши. Мы с тобой, Так. мы команда, давай. Осторожно. Сколько готовится печенье в духовке? Осторожно. Максимум 20 минут, я думаю. Максимум 20 вот так, минут, да. отлично. Давайте, осторожно, осторожно. Так, первое сладкое блюдо у нас практически уже готово. Осталось закончить с нашей шурпой. Да, так, я думаю, что уже все, можно добавлять туда лапшу. Вот, все это Руслан, перемешиваешь. помоги, пожалуйста. Как все там вкусно-то, а? Так, Может, так скушаем? нет, Можно, нет, но потом по рецепту все давай. готовое блюдо покушайте. Добавляем, и уже можно добавлять специи по вкусу. Вот, Специи. вот зира, да, Да, вот можно отлично. лавровый лист немножечко.
Так, Руслан, значит, ты добавляешь пока у нас специи, а вот ты нарежь соломкой омлет. Соломкой. Да, вот так вот нужно сделать. Ты умеешь уже? Ну вот у тебя красиво все получается, молодец, научился наконец. То есть нам остается в шурпу добавить сейчас омлет, Да. также нарезанный соломкой. Омлет в шурпу. Омлет в Конечно. шурпу, А вот это вы попробуйте удивительно. сейчас, и вам очень это понравится, я вам обещаю. Так, добавляем омлет. Ну, можно сказать, что шурпа у нас практически готова. Остается нам прямо сейчас украсить праздничные печенье. Каздырган шурпа. Шурпа жареная. Говядину нарезали небольшими кубиками и обжарили в казане на растительном масле. Далее добавили мелко нашинкованный репчатый лук, нарезанные соломкой болгарский перец и морковь и приправили все солью и перцем. Через несколько минут в казан добавили нарезанные кубиками помидоры и оставили тушиться на медленном огне. Тем временем мы отварили лапшу и приготовили омлет, который нарезали соломкой. В конце приготовления к мясу и овощам добавили лапшу и омлет, приправили зирой, положили лавровый лист, накрыли крышкой и томили еще несколько минут. Ну что, достали мы печенье из духовки. Можно вот какая. Нет, пока еще. Это Подожди, красиво, Русланчик. но не закончено еще, понимаешь? Творчеством теперь мы займемся. Особенно мне понравился этот петушочек такой. Но сейчас все это надо украсить, да? Да, конечно. Вот у меня вот такая штучка специально есть, я буду рисовать. В общем, каждый украшает так, на что Как хватит можно. его фантазия, да. Так, Вот. С Я помощью вот этого это соуса. вот, можно вот эту. Ну, соус. Да, вот можно Начинаем. использовать, вот, пожалуйста, вот эти цветные конфеточки, пожалуйста, вот все для вас. Новогоднее печенье. Масло разрезали на небольшие кубики, добавили сахар, яичные желтки, сметану, соду, муку и замесили крутое тесто. Тесто раскатали в пласт и нарезали при помощи фигурных формочек. Подготовленное печенье выложили на противень и выпекали в духовке 20-30 минут. После того, как печенье остыло, мы его украсили разноцветными конфетами и глазурью из взбитых белков и сахарной пудры. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Новогодний стол готов. Руслан, а соли еще раз, Руслан, ура! Мы сами от себя не ожидали, что у нас так красиво и вкусно все получится. Когда вы пришли вот вдвоем, да, в начале, Мы вот в тоже- этих образах, было такое я тоже ощущение, не думал, да, что можно будет вкусно покушать. А это новогоднее чудо. Да. Кстати, Кашбабай без бороды тебе больше идет. Да. Ну что ж, Помолодел. бисмилля рахман рахим, пробуем. Прям можно, да? Конечно. Давай попробуем. Это условие программы. Сам Съесть приготовил. то, что приготовил? Конечно, конечно. Внимание. Опасность. А мы с тобой неплохо готовим. Я идеально нарезал мясо. Дорогие друзья, прекрасное кулинарное чудо сотворили вот этих два замечательных гостя. Ребят, и действительно сочетание омлета, лапши и мяса, овощей дает такой замечательный, очень оригинальный вкус. Попробуйте приготовить его дома. Ну и, конечно же, мне кажется, небольшой секрет этого вкусного блюда в нашей чудесной кастрюльке. Посуда действительно казан волшебный. Казан всегда был волшебным. Казан — столица Татарстана. А то. Ну и по старой новогодней традиции, после горячего блюда переходим к печенькам. К десерту, конечно. десерту. Да. Промежуточное состояние. Так. Попробуйте, Салат. я Петух, хочу- петуха мы не едим, Нет, по нет, твоей нет. просьбе, да, он у нас красивый. Я его домой соберу. Весь год он будет стоять. Ну как? Очень вкусные получились печеньки, то есть мне понравилось, я же сладкоежка. Ну а если вы своим любимым детям приготовите вот эти угощения, они, конечно, будут счастливы. А если они еще будут помогать украшать эти печеньки, Слушай, ну они это, будут ну это вдвойне счастливы. отдельная красота, вот такие петушки у нас. Дорогие наши Кашбабай, Парказы, большое вам спасибо за эти новогодние угощения. Встретили мы Новый год, 2017 год огненного петуха. А это год творческих, ярких, талантливых людей. Пусть этот год принесет вам массу положительных эмоций и много-много сюрпризов. Самое главное, чтобы этот год начался с приятного. Вот сегодня для нас было очень приятно оказаться здесь, на вашей прекрасной кухне. Вкусной программе. А самое главное, мы хотим пожелать вашей программе процветания, как и нашей программе, как и нашему каналу. Ну, вы начинаете пораньше, потому что вы как бы даете заряд зрителям ТНВ. Бигзур Ахмед, Спасибо вам! С вы Новым смотрели годом! программу «Секреты татарской кухни». Еще раз всех с Новым годом! Я Наил Беляндуслар! Поздравляем!